Что такое? Всем привет, привет, привет. Опять у меня тут говорю в пустоту. Теперь-то слышно, надеюсь. Как дела? Как настроение? Привет, привет. Всем привет. Технические шоколадки. Да. Короче, посмотрела я этот ваш «Обитель зла», «Остров смерти». Ну, если честно, то так себе. Может быть, то, что там у Леона внешность такая другая, может быть, еще из-за этого, но а так нет. Мне не понравилось то, что там все слишком как-то это предсказуемо и слишком все просто. И повторяется все. Ничего нового я не увидела. Опять же, там вроде какой-то новый вирус там появился. Там люди так быстро превращаются в зомби за 1 секунду. О боже мой! А потом... Ладно, я спойлерну. Извините, если вы не смотрели. Если не хотите слушать, то звук выключите на время. Короче, там заразились и Крис, Клэр и Леон. Их троем, короче, их заразили. Я опять пью. В смысле опять. Погода такое, из-за нее депресняк. А у нас, кстати, сегодня похолодало. Вчера очень жарко было даже. 15 градусов, плюс 15 было. А сегодня резко холодно стало. Я еще проснулась из-за того, что ветер сильный в окно дул. У меня еще окно было открыто, я его закрыла. Так вот, там, короче, Леон, Крис и Клэр заразились. Но они сразу не превратились. Они там лежали, всяко разно вот так вот. Мне плохо, что это там с нами? А там, короче, главный злодей, который был, вот он их типа заразил. И, естественно, они не превратились за 1 секунду. Они там еще долго сидели, там вот так вот там мучились, корячились. И Ребекка, вы, наверное, знаете Ребекку, она каким-то чудесным образом создала быстро вакцину. Такая хоп-хоп-хоп туда-сюда. Новый вирус, да не проблема, там создам сейчас, чики-пуки, все будет, короче. Создала, короче, и все, и такая побежала, короче, этих там. Она такая, все, я создала вакцину. Но она не знала, что этих заразили, тех чуваков. Она взяла, короче, там 4 этих вакцины. И все, и побежала такая. Типа делать хорошие дела. И это же остров смерти называется. И они там, короче, на остров приплыли. И там вот все это происходило. И там потом вот эта Ребекка, она туда приплыла со многими спецназовцами. Там мужики такие крутые, там СВАТ написано у них там на этих, на бронежилетах, они там все там, чё кого. Приплыли, короче, и все сдохли, кроме Ребекки. Она с этим, с чемоданчиком, с этой вакциной такая сидит там, такая вообще не шелохнулась, ни царапинки, ничего ее никак не задело. А эти все подохли, сколько там их штук, 10 было, наверное, с ней. Она там потом пошла, короче, туда в этот, где вот они были, эти лежали все трое. И там к ней навстречу Джилл шла. А Джилл не заразили. Не знаю, почему Джилл не заразили. Как-то там это... в истории что там рассказывалось. Этот злодей сказал, что я вот тебя не хочу заражать, чтобы ты почувствовала, что то, что почувствовал я, типа, каково это, когда твои друзья страдают, и тебе нужно сделать выбор. Вот, и они там встретились, и Джилл такая... Там, короче, Леон, Крис и Клэр, короче, заражены, а Ребекка такая, я как раз вакцину тут вот принесла.
И они такие бегут, как будто на пробежку побежали, так это, медленно так бегут, то что та, что другая. И эта такая прибежала, а там это, Леону все вот эти лежат такие, типа это, ну все, пора умирать, пора там превращаться. И тут Ребекка такая прибегает. Леон, что с вами? Я вот принесла вакцину. И вколола ему сразу же, и все. Короче, классику с Милой Йовович не переплюнет, имея в виду первую часть фильма. Опять не буду попадать в Клаву. Что такое? Сильно прям пьешь, что ли? Ну-ка, не надо мне тут это самое. Ну вот. Ну, если хотите, если вам интересно, то посмотрите. Ну, мне нравится вот эта вся вселенная Резидента. Но вот когда вот что-то такое непредсказуемое делают, то... Ну, если бы мне было бы, наверное, лет 15, может, мне бы понравилось, я бы такая, вау, как круто! Вау, так все прям это, они такие крутые. И, конечно же, они, как в этом, в Гарри Поттере, победили зло, победили того чувака, он там, конечно же, замутировал страшно, он там в какую-то огромную такую-то превратился, как всегда. Они там его потом убили, и все счастливы, все хорошо, добро победило зло. Я, конечно, представляла что-то другое там, но, ну, это же Resident Evil, как всегда, как обычно, все то же самое. Кстати, могу тебе дать свой ACAD и AirPlay, Dead Space 3 там. О, ничего себе. А кто со мной играть будет? А я резик установила. Какую часть? Даже если ты мне дашь аккаунт, кто будет со мной играть? Ну, я, в принципе, и сама могу поиграть. Но самой, наверное, не интересно. Ну, посмотрим, короче. Что это у меня Riot включился? Riot клиент не в тему. Я же не включала его. Ну, ладно. Ну, в общем, фильм нормальный. Просто сюжет одинаковый. Такой же, как и все игры резидентовские, и вот это все. Ничего нового. Ну, фанаты, наверное, там балдеют. В Стиме, кстати, нету Dead Space. Я так и думала, что его не будет там. Вчера то, что на трансляции задержка, вчера я когда вырубила стрим, там у меня половина слов моих не записалась. Я же там попрощалась, еще что-то. Я вырубаю вот прям вот, когда я говорю пока, все, и вырубаю. А тут из-за вот этой задержки у меня там вот то, что вот я там говорила, еще там остаток, оно все вырисовалось. Если ты хочешь рил в коопе, я могу подсуетиться. Ну, если тебе недоступно в вашем регионе, да. Если тебе не впадло, то давай. Тебе свой, а себе ак друга взять. Мы с ним год назад проходили. Ничего себе, прикольно. Так, ну что, поехали тогда играться. Там чуть-чуть совсем осталось. Сейчас. Еще микрофон, блин, отключается не в тему. Тут реально, смотрите, собирается этот обелиск по чуть-чуть, по чуть-чуть. Потому что тут до этого очень мало летало таких
этих частиц обелиска. Да, сегодня пройдем. Наверное, жопа сгорит. Так, куда там идти? Куда? Ах, на чем мы остановились? Так, мы прилетели откуда-то с Ишимуры. Айзек, тут штурмовик. Что? Он сломан? Кажется, нет. Айзек, ты меня слышишь? Мы обязательно выберемся отсюда живыми. Один из нас. Тебе слишком опасно тут оставаться, Элли. Что ты там бубнишь? Просто тащи сюда свою задницу. Я начинаю проверку. Сейчас кто-то вылезет по-любому. Та-та-та-та-та-та. Никого нет, так странно. Ну, кстати, вот этот Резидент, новая часть, которая, чем она, наверное, всех, может быть, зацепила, тем то, что там все в сборе, все вот эти персонажи главные. Потому что это же редкость увидеть всех вместе. А то один там со второй части, другая там с третьей части. Питание включено. Дополнительные системы загружаются. Кто это говорит? Элли, что ли, так? Блять. А можно потише свою маску открывать? Айзек, что ты делаешь? Люк закрыт. Что? Эй, Айзек, что ты делаешь? Зяйзик. Айзек, ты что удумал? Открой люк немедленно! Начата процедура аварийного взлета. Ты что там делаешь? Нет, нет, даже не смей! Даже не смей запускать этот корабль! Айзек! Это твой шанс, Элли. Навигатор не работает, но связь есть. Тебя обязательно спасут. Ты ублюдок! Я очень хочу тебя спасти. Я не смог помочь Мне очень нужно, Николь, чтобы ты спаслась. но могу помочь Я тебе. не смог Элли. помочь Николь, но могу помочь тебе, Элли. В общем, пока. Пока. Почему они читают как-то по-разному? В субтитрах одно написано, а в озвучке другое. Теперь ты готов поговорить? А смысл? Отпустить тебя тоже? Я не могу, Николь. Я не хочу тебя отпускать. Я никогда не хотел Произошло многое, чего мы не хотели. Айзек, коснись меня. Не уверен, что это хорошая идея. Айзек, пожалуйста. Сделай нас целым. Не могу. Единым, женщина, единым. Каким нахрен целым? Не уходите от канона, пожалуйста, женщина. Не знаю, какие высшие силы охраняют тебя, Кларк. Они не всесильные. У меня 200 человек вооруженной охраны. Как будто от Все себя могут придумывают перекрыть что-то, их. лишь бы не читать текст. Только попробуй сунуться. Далеко не уйдешь. Типа, вот так написано, а я по-другому почитаю. А, тут пирог написано, а я прочитаю капуста.
Ничего себе у нас сколько от винтовки патронов. Фу. Так. Малыш в туалете. Надеюсь, его не слышно. Так, ладно, я еще патроны, наверное, куплю вот эти. Ладно, пока все, наверное. Что вообще сейчас будет, а? Босятина будет? Или что? 13 глава. Что такое? Я думала, какая-то катсцена будет. 3000 килограмм. Да, блядь, все равно задевает, а? Кто-нибудь. Сейчас будет жестко. О, не надо, пожалуйста. Что это за звуки? Да, блядь. Я пересматривал стримы и так не увидел сцену, где Николь пыталась протянуть глаз Айзеку, а потом, оказывается, он сам себе пытался. Либо я это не увидел, либо этого просто не было. Глаз? Что за глаз? Не знаю, вроде ничего такого не было. Блин, малыш навонял. Надо этот наполнитель купить завтра, наверное. Когда ворота откроешь, по лестнице вниз и справа дверь будет. Можно, не надо? Ой, а куда мне идти? Черт, исчез указатель. Что теперь?
Cat Step. Не, этот. Я последний раз покупала Алису какую-то. Это типа впитывающие наполнители. Я вообще до этого пользовалась. Когда ворота откроешь, по лестнице вниз и справа дверь будет. Какие ворота? А, вот эти, что ли? Эти патроны мне будут мешать. Надо их сюда положить. А как тут открыть ворота? А, господи. Там, походу, что-то это сейчас будет. Блять, я же выполнила, сука. Айзек Кларк, выходи и бросай оружие! Вы это что ли? Оружие и подними руки вверх! Все? А кто это такие вообще пришли не в тему? И почему они на меня напали? Они идиоты, они лучше бы свои вот эти патроны потратили на этих некроморфов. Принято, лидер. Предупредите Тейгмана! Айзек еще на свободе! Повторяю! Айзек на свободе! А чё, я какой-то преступник прям, что ли? Опасный. А, блин. У меня же нет задачи. А чё это вот это тут лежит? Это люди Тейдмана, он же директор всей... А, точно. Господи, у меня в голове очень много всяких вселенных. Как это все запомнить? Нет! Блин, такой гул в ушах. Ты дал им войти в комплекс, идиот. Там какой-то монстр огромный Если такой, они смотри. доберутся до обелиска, отступаем. Отступаем к ангару с обелиском. Мы должны запечатать его.
Туса! Брат, ты не ставишь? Ну, еще раз сохранимся. А, все. Да, их там много. Мне бы сейчас этот верстак. Ой, блядь, они еще и превращают, сука. Привет, привет. Блять, я думала, он сдох. Сука. Ой. Ой, не то. Походу, на месте нельзя стоять. Здесь, в этом месте. Ты гнида. Пип-пип-пип. Айзек, куда ты идешь? Я не знаю. Поэтому я здесь, Айзек. Чтобы указать тебе путь. Опять? В первой части указывала. Ну, чё это, к чему это привело? И что? А, теперь появилась, да? Так, вроде все. Неавторизированный X. Дальнейшее движение разрешено только в сопровождении охранника. Лучше бы тебе импульсную винтовку взять, сэкономить потрошки на плазменной, да? Ладно. А я хотела здесь сэкономить, чтобы потом на плазменном... Ой, на винтовке, чтобы потом это... Потому что там же, наверное, босс будет такой, как вот в первой части было же. Киннер Фелпс. Запись в журнал исследований 43509. Поэтому я Не сохраняю могу выбросить здесь из головы патроны. формулы, которые мы получили в последней сессии пациента 4. Они настолько безукоризненно Ну и выстроены, мне больше что я удобнее все время прокручиваю плазменным их в уме. играть. Конфигурация практически у нас в руках. Кажется, я мог бы сам ее вывести.
Забавно. На днях я сказал Трэвису, что у меня такое чувство, будто эта штука сама желает, чтобы мы преуспели. Никогда такого не видел. Нам нужно лишь решить проблему эвристической стабилизации, и тогда мы сможем немедленно запустить минеральные ванны на выращивание слоев Ну обелиска. ладно. Денег тьма. Как в этом метро тоже там накопила денег много. А потом все. Мне это не пригодилось. У меня было 1000 пуль. Так, куда нам? Туда. Блять, зажали, сволочи. Суицид. А я. Тварь. О, тварь. Жопа. Система поглощения построена вокруг испытательного полигона обелиска. Она полностью блокирует все сигналы. Но я могу поклясться, тот сигнал, который вызывает безумие, все еще проходит через защиту. При этом сенсор не ловит ровным счетом ничего за пределами барьера. А если тот же сенсор поместить в помещение с обелиском, его показатели будут зашкаливать. Либо мы что-то упустили. Не забывай либо... кинезисом Я ногти уже не брать знаю. и Если пулять, упустили, да и просто острый Господи, предмет. помоги нам. Эх, если бы так было, не забывать. Конечно, все, когда вот так вот начинаешь стрелять, все в кучу. Вот. Только потом замечаешь всякие палки острые. Паника, паника. Верстак. Дают передохнуть, да? Так. Чё это? Что это было? Блин, не помещается. Капец. Да, блядь, что такое?
Блядь, сука. Ну что такое? Неудобно мне винтовкой так стрелять в этих паразитов. Ай, так, что у нас? Надо урон прокачать здесь. Всё. Туда надо. Ага. Бонни Вортингтон. Запись в журнале исследований 16671. Это тот же самый сигнал. Безумие, коды, чертежи. Все это результат одного и того же сигнала, который излучает обелиск. Разница лишь в приемниках. Люди с высоким IQ видят коды и чертежи. Остальные слышат лишь шум. Шум, который сводит их с ума. Ой. Походу, вот эту батарею надо, да, взять или что? Умно с баллоном. А, это палка. Так, все вроде бы, да? А, блять. Вставляю еще голову. Где она? А, вот он. Сохранения сейчас будут на каждом шагу, походу. Что там, дети? Что это? У меня в голове что-то не так. Мы приближаемся, Айзек. Обелиск знает, что ты здесь. Зато я не знаю, что делать. Придет время, и ты все узнаешь. А можно не надо?
Ну и мерзость. Дерьмо. Похоже, придется бегать между этими лазерами, чтобы попасть на ту сторону. Будет весело. Ой, не то. Нет? Schneller, schneller! Сука! Тварь, блядь, малолетняя. Малолетние дебилы. Ровнее спину. Ой. Ой, спина хрустнула. Все, у меня этот закончился как-то. А хотя у меня же это была. А я, да блин, ну ты серьезно, Айзек? Сука. Тебе и надо, блядь. Дерьмо. Похоже, придется бегать между этими лазерами, чтобы попасть на ту сторону. Будет весело. Да уж, с тобой уж так будет прям весело, классно. Я вообще всю игру без стазиса бегала. В итоге тут с жопой в мыле пыталась в тайминге попасть.
Ну, блядь, ты ну тут это... Ёбаная стена. Мимо, блядь. Да, блин, ну зачем мне эта ваша хрень вонючая? Сами ее жрите с маслом. Да у меня этого стазиса хоть жопой жуй. Если бы Айзек умел ползать... умел ползать, можно было бы так пройти. Ну, кстати. Но он ни прыгать, ни ползать не умеет. Попытаюсь поставить части моста на место при помощи кинезиса. Сам с собой разговаривает еще. Кто мы-то, я тут один. Как еще раз? Ага, еще семечки щелкать и на кнопку говорил. Чё? Я не поняла. Кого? Кого? Что? Что? Что надо? Айзек, еще раз скажи, что надо было делать. А что надо было еще раз? С помощью кинезиса подняться на второй этаж и с помощью кинезиса потянуть вниз. Надо было так и сказать этому Айзеку. Своему внутреннему голосу. Ой, ёлки-волки, блядь. Слепая дура. Тарари, тарара. Чё дальше? Ой, на тебе, блин, этого некроморфа. Ой, не могу.
Что было? Кинор Финанс. Запись в журнал исследований 43-545. Успех. Слой обелиска стабилен. Его физическое воплощение полностью соответствует эвристическому алгоритму, полученному от пациента 4, без каких-либо изъянов. На завтра уже нечаянно запланировали нажала. начать производство, а сегодня мы празднуем. Надеюсь, я не отключусь прямо посреди вечеринки. От чего-то я взволнован. Магазин не работает. Еще лежит так, ложится так еще. Ну, как будто вот почешите мне пузико. Да? Где еще? А, тут. Ой. Сука! Ни хрена себе, блядь. Крышка, блядь, хреновая. Да, блядь. Да, бля! Ты чё? А! Ты жив, оказывается? Да, блин, надо, сука, вонючая тварь. Нет? Вот тебе. Да, блин, опять не то кинул. Патроны на тебе. Патроны. А, это мне не надо все равно. Так, все нужное подобрали. Реакция есть, дети будут. О, нет. Опять дети. В третьей части еще и бессмертные некроморфы будут. Ну, жизнь же надо усложнять. Спасибо за спойлер. Блять, это как в первой части. То же самое было. Тоже нельзя было вот так взять деньги. Это что? Шутка какая-то? Нет, 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 сюда иди. Да, блядь. Ой, да, стреляю.
Теперь-то можно? Я нечаянно на пробел нажала. Ни хрена себе, он еще и так умеет делать. Ну туда арена же, ну видно. Ну прям вообще прям лакомый кусок. Я же говорю. Что это такое вообще? А, все что ли? Ты еще жив? А. Рэнди. Откуда ты знаешь? Это что это? Зона невесомости, что ли? Или нет? А чё, их нельзя? Я ему имя дал еще в 2008 году, как первый раз увидел. А почему Рэнди? Можно почитать личное сообщение. Ужасно. От наблюдателя. Тейдман разочарован вашим решением начать эвакуацию. Последствия будут ужасны. На этом все. Киннер Фелпс. Запись в журнал исследований 43553. И я уверен, что мы марионетки каких-то чужеродных сил. Я уже не верю, что мы контролируем проект, если вообще контролировали его когда-либо. Я считаю, что даже вся наша рационализация всего лишь иллюзия, созданная теми же силами, которые стоят за изначальным обелиском, черным. Мы не знаем, как построить эту штуковину. Она строит сама себя нашими руками. И она пытается вырваться наружу. Отчаянно пытается. После того, как я разнес кувалдой уменьшенную копию обелиска, собранную мной на прошлой неделе, меня поместили под наблюдение. Нам необходимо уничтожить все, что мы здесь сделали. Даже записи. Вообще все, что имеет отношение к исследованиям.
Те, кто присутствовали при той первой попытке на Эгиде-7, правы. Все это лежит за гранью нашего понимания и контроля. Я должен идти. Мой наблюдатель что-то шепчет охраннику. Ой. Шепчет охраннику. Так, что нам надо? Продать надо. А что, сейчас босс будет, что ли? Прям говоришь, так закупиться надо. Семь узлов купила. Так. Ближе к концу. Что за специальное? Что такое? Которые на пробел нажимаю. А чё толку от него, от этого альт-огня? Ну ладно, давайте. Ой. Блин, еще бы перезарядку полностью, конечно, перекачать бы. Ущерб. Пусть тут тоже будет. Там, наверное, на пробел тоже нажимаешь, да? Или как? А здесь как альт-огонь делать? Ой, дура, я взяла, использовала аптечку, а? Ну, блин, ну зачем? Ёб твою мать. Айзек. Ну, почему ты такой... А как использовать здесь альт? Оружие. Я забыла. Там он как-то наверх типа поднимает, и там пульки так тысяч. О, Господи. И это сделал я? Ни хрена себе. Что? Что они делают? Они стремятся к обелиску. Воссоединение вот-вот начнется. Я так и знал, что Вода от тебя закончилась. будут одни неприятности. Но Они же просто твердили, вокруг что ты стоят, нам да? нужен.
Я годы Они не угробил, могут копаясь попасть в туда. твоих прогнивших мозгах. Все должно было быть совсем не А так. как это должно было быть? У нас Тейман? все было под контролем. Кларк, это не наша вина. Мы были так близки к пониманию. Все эти тела, которые ты впустил сюда, Кларк, они начали процесс Это трупы, все воссоединения. те трупы, Но которые мы ты никогда впустил сюда, Кларк. не думали, что их будет. Господи, сколько же тут трупов! Какого черта он делает? То, для чего он был создан. Айзек, ты должен сделать нас целым. What the hell? А чего он не надевает свой этот костюм? Маску свою вонючую. Что тут надо? Так, сейчас соберу тут все пока. Вы там подождите. Блин. Сейчас тут еще осмотрюсь. Ладно, все. Ой. Это похоже на рентгеновскую штуку. Машина, о которой говорил Стросс. Я вспомнил. Машина активирует те части мозга, в которых хранятся коды обелиска. Но как это угрожает обелиску? Чего они так боятся? Меня. Нас. Действующих вместе. Шаг 4. Да. Ты готов? Это ведь будет больно, да? Да. Заходи внутрь. Шаг 1. Вползти внутрь. Шаг 2. Со всех сторон закручиваются винты. Имеющий уши да услышит. Имеющий глаза да увидит. Что, не больно, что ли? Приятно? Щекотно? Яр. Николь! Ты где? А что это такое? Иди за светом, Айзек. Я буду ждать тебя у обелиска. Ну что мне делать? Проклятие. Ого. Чего? Ой, бля, это что такое? Это что за гнида? Ой, бля, ты что, жив, что ли? А, блядь, ты, сука, регенерируешь, что ли? Ну тогда постой еще. Да, блядь, иди сюда.
право объявить эвакуацию? Не смей мне указывать, что я имею и что не имею права делать на моей станции. Ей управлял еще мой дед задолго до того, как ты начал гадить в пеленки, сынок. Оставьте свои лекции, вы знаете, что я прав. Протокол проекта четко запрещает эвакуацию. Его тоже надо в космос отправить. Генерирующий, который. На службе ее населения. И я не буду стоять, сложа руки и смотреть, как люди гибнут из-за каких-то там протоколов. А теперь проваливай в свой челнок. Спор о твоих лицах. Можем продолжить в суде. Блять, сука. Что это? Генерал Мачете, докладывает сержант Фатун. Мы обнаружили сигнал X. Причем живых 143 сантиметров сектора. Причина Ки подтверждает, что смогут подобрать всех. Разве Дэймон имел право организовать эвакуацию? Он действует в обход всех протоколов и подобных ситуаций. Он в спешке пытается стенку. Видимо, он чувствует себя виноватым. Да бля! А, все, я поняла. Что тут на каждом шагу сохранение? Это уже глава 14? Когда успели? Я не заметила даже. Что там стоишь, блюешь? Да блять, сука! А чё тут закрыто же? А. Чё еще? Да, блядь, тварь, сука! Он едет, нет? Сука, как медленно ты едешь. Паника. Как все видно.
Блять, ты заебал, сука. Блять, не туда попала. Да не то слово. Зона вакуума. Блять, наконец-то тишина хотя бы немножко. А, все, лети. Лети, лепесток через запад на восток. Там, походу, что-то было быстрое, наверное, надо было это. Ай-я, это что такое, блядь? Да, блядь, сука. А, это сиськи эти отправляют. Скоро будет магазин, закупись теперь как следует. Зона нормального давления. Да если бы у меня хватало места закупиться Ты как все еще следует. сопротивляешься, Айзек. Это бесполезно. Ты Ну должен что закупаться как понимать, следует? У Но я меня больше же и так никогда много тебя не всего. увижу. Айзек, прекрати. Нет другого выхода. Ты Куда должен еще это закупаться? сделать. Если бы у меня было бы очень много места, конечно, с удовольствием бы закупилась. Но у меня ограниченный этот инвентарь. Что значит закупиться как следует? Один узел потратила. Мне дали 2 узла. О, как! О, как! О! Уведомлен, значит, вооружен. Прямой доступ к обелиску. Ой, господи! Так, ну давайте. Закупимся. Прокачаемся и закупимся. А чё у нас нет? Мало точнее. Так. Патроны надо для винтовки. Это как следует или еще? Аптечки хватит? Патронов хватит? Или еще надо? Ну, что-то патронов мало как будто. Надо аптечки, наверное, скинуть. Так. Давайте-ка объем, наверное, прибавим. Окей, хорошо, куплю средние.
Так, а ущерб прокачан полностью, да? А что за специальное? Сейчас. Сейчас все сделаю. Так. Продам тогда маленькие. Так, куплю еще вот эти. Магазинов больше не будет. Ну, гуляем, короче. Гуляю. Или как там было? Эх, ставлю на все. Что вот это за спец? А? Что это? Что это за спец? Я молодец? Или еще надо? Мы прям готовимся так. Рюкзак пан! Рюкзак пан! Рюкзак пан! Маловато все равно. Вот и все, Айзек. Воссоединение на пороге. Встретимся у обелиска. Писка. Обелиска. Ну, с Богом! Мест нету! Мест нету! Твар! Мест нету! Сука! А может есть? А теперь появилось место? Нет? Куда мы идем вообще? Уа! Какой крутой! Моя жопа! Жопа! Мест нет! Есть! Нет!
сука! Бар! Открывай! Нет! Уа! Блядь. Ну давай! Да блядь, сука, блин! Нет! Гоу! А я... Давай, 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 давай. Да, 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 да. Давай, 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 давай. Сохраняшка! Господи. Давай быстрее, 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 быстрее. Яу! Ау! Ты чё? Дерёшься, да? Гнида. Гнида, вот такой вот. Сука, гнида такой. А тут что? Смешнули. Та-та-та-та-та-та-та-та. Таради-тари-та-та-та-та. Ау, Бона. Стоит каждой потерянной нами жизни. А я, да ты чё? Алекс, говорю. Айзек. Я не позволю тебе уничтожить их. Все, будет плохая концовка. Обнимашки. Спасибо, Айзек. А сейчас время умирать. Что? А чё ты думал? Что, будет тыквенный сок? Что нужно для перерождения. Создатели должны быть собаки. Создатели? Это я, что ли? Но Строс говорил, мы можем уничтожить обелиск. Нет, если мы поглотим тебя до этого. Блять, а я ведь тебе верил. Нахуй тебе. Нахуй твой обелиск. Нахуй пошла, тварь. Идите все нахуй. Айзек, у тебя здоровье как бы это того. Внимание! Защита реактора нестабильна. Разрушение реактора неизбежно. Требуется эвакуация всего персонала. Это не учение. Там столько было всего патронов. А, все что ли? Я же говорю всегда вот так.
Готовишься, готовишься, закупаешься, а потом все. В первой части так же было. Гражданским лицам немедленно эвакуироваться. Это вечение. Смешно, ли? И теперь будем с такими лицами сидеть грустными. Внимание! Отказ системы жизнеобеспечения. Необходима защита. Что-то слишком быстро прошли. Ну и гаджеты. Это и есть твой великий план? Бросить меня и сдохнуть? У меня полно идиотских планов. Забыла? Тебе еще один для коллекции. Я пробью крышу и заберу тебя. Двигай Стой, задом. нет. Элли, слишком поздно. Улетай от станции. Извини, в этот раз тебе слова не давали. Поберегись. Ему надо аптечки. У меня там очень много аптечек. Внимание! Отказ гравитации. О, нет. Давай, 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 давай. Мы еще как-то управляем, играем. Айзек! Айзек! Ой, я подхилилась, прикиньте. Айзек! Хватай мою руку! Я пытаюсь. Под конец подхилилась. Ёб твою мать. Что, сейчас опять будет скример в конце? Что? О, слава богу. Я думала, опять будет скример. А вот и все. Мы прошли вторую часть. Ура! Ну вот как обычно. Готовились. Вау. Всех звезд слышен лай. Их плач замолкает лишь днем. Я живу там, где ад наяву, и борьба за багровый рассвет. Только веры нет. Я слышу Спасибо. Всем спасибо. Отдельная благодарность вам, потому что вы мне подсказывали. И вы со мной, и мне не страшно. Мне наоборот смешно. А я думала, я буду с этим драться, который регенерируется постоянно. мне не найти твой след. Путь к тебе разрушен. Как вести мне душу на свет? Мой мир, как слепок снов, мрачный пир монстров и людей. Я теперь хочу эту песню спеть. Что за песня? Ловушки грез, я лишь тень.
Классно, кстати, мне нравится. Шепчет луна, и падших ведет. Мой космос мертв, повсюду лед, настала вечность, одиночество гнет. Со мной обелиск, мне снится, он ждет, и лунный диск зовет, зовет, зовет. Тот крик, тот Что это за песня? Interesting. лишь ветер. Пойду после стрима в честь тебя кейсы подкрываю. Хорошо. Локализовано cginfo.tv. Угу. 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 Все, да? Классная песня, спасибо. Спасибо всем за игру. У-у-у, это было классно. Но она какая-то слишком быстрая, что ли, вторая часть, чем первая. Ой, малыш тут вообще прям вот так весь изэтовался. Но мне понравилось. Мне нравится и первая, и вторая часть. Жаль, что мы в нашей локализации теперь мало что услышим. Ну да, даже вот песни больше не услышим. Эх. Но все равно найдутся-то те, которые будут нелегально озвучивать. Часто это раньше там мало было доступа ко всяким профессиональным этим инструментам, вот микрофон, например, вот это вот все. Сейчас, по сути, очень много людей, которые сами озвучивают, и вполне неплохо, даже лучше, чем вот эти всякие официальные локализаторы. Тут, блин, официальные локализаторы даже не могут по тексту читать, от себя какое-то все придумывают. Айзек! Айзек! Ну что, все, я не могу это... А, нет, могу. Вы должны сохранить игру, чтобы открыть режим «Новая игра плюс». Что за «Новая игра плюс»? Это что такое? Открыты костюмы прототипы. В режиме «Новая игра плюс» открыты элитные костюмы и различные вариации костюма охраны. Ищите в Мегаполисе схемы для получения доступа к новой экспериментальной технологии. Тут же, кстати, DLC же была вроде бы. Невозможный уровень. Вы получили доступ к невозможному уровню, где вам предстоит играть с минимальным количеством боеприпасов и крайне низкими показателями жизнедеятельности. Если персонаж умирает, вы начинаете игру заново с последнего сохранения. Вы можете сохранить игру только 3 раза. 3 раза только, Карл. Тут, скорее всего, просто разными челами дали переводить и озвучивать. Это ты еще не слышала локализацию первой Драгонаги. Вы открыли режим «Новая игра плюс». Костюмы и оружие из прежней игры будут помещены в ближайший магазин. О, смотрите, обелиск собрался. Вау, я же говорила, что он соберется. Прикольно. Так, где мышка? Вот мышка. А вроде у нас было... Ой, какой нахрен... Нет, не то. А не было этого, начать новую игру после окончания предыдущей. Содержимое вашего рюкзака. Это DLC или что это? Начать новую игру после окончания предыдущей.
Что это такое? У меня просто, когда качала, там еще было что-то с DLC связанное. Посмотреть фильм, который рассказывает о событиях, происходивших на борту Ишимуры Dead Space. А что это такое? Давайте посмотрим. Или это то же самое? Это то же самое? А тут же DLC было, нет? Я что? Или я не установила DLC? Ай, ладно, это то же самое все. Так. А, нет. Так, ладно. А где... Что за многопользовательский режим? А, понятно. А где DLC? Пупи-пупи-пу, пупи-пупи-пу. Так, сейчас, подождите-ка. Ну, вроде было DLC. Сюжетную кампанию Dead Space 2. Dead Space 2 Savored какой-то. Отсечение. Сюжетное дополнение для игры, выпущенное студией. Так. Выпущенная студией Visceral Games. В отличие от оригинальной игры, доступна только для платформ Xbox и PlayStation. Сюжет дополнения посвящен дальнейшей судьбе Лексины Мёрдок и Гейба Уэллера, основных выживших персонажей игры Dead Space. После прорыва карантина некроморфы попадают в шахты под правительственным сектором. Для ликвидации угрозы направляют несколько отрядов службы безопасности станции «Титан», но они не справляются с противником, и их ряды стремительно тают. Гейб Уэллер, ныне сержант службы безопасности станции, улучив минуту передышки, связывается с Лексиной, которая теперь его жена и ждет ребенка. Он предупреждает о том, что монстры, с которыми они боролись 3 года назад, вернулись, и просит немедленно эвакуироваться. Уэллер направляется на выход из шахт. По пути он получает приказ Тайдмана о ликвидации ключевых субъектов и связанного с проектом оборудования. Гейб недоволен, что в такой критической ситуации руководство просит найти кого-то и убить, и связывается со своим командиром Виктором Бартлеттом. По связи он объясняет, что ему нужно в больницу к Лексине, и Бартлетт направляет его в ангар, где будет ждать штурмовик, по пути отбиваясь от некроморфов. Короче, понятно. Ну, практически все то же самое, просто за другого чувака играешь. Игровой процесс дополнения Severed практически не отличается от общего геймплея Dead Space 2. Гейб Уэллер начинает игру с импульсной и снайперской винтовкой, но вскоре получает доступ к остальному арсеналу. Помимо этого, в его костюме уже есть стазис и кинезис, а сам X по характеристикам эквивалентен костюму охранника Айзека. Понятно? Там 2 главы, что ли, только. Она, походу, очень короткая. Лексин Мёрдок единственная, кто 100% выжила после всей херни. Я все надеюсь, что 4-я часть могла бы быть про нее. Она вот... Сейчас я вот только что прочитала, что она была беременна, оказывается. Прикиньте. Она выжила, еще была беременна. Вот это да.
Ну ладно, наверное, все, будем заканчивать. Что нам там? Конечно, очень быстро все это мы прошли. Ну а что еще делать? Все, игра пройдена. Я думала, там будет прям вообще трэш жесткий прям такой. Мы могли бы, по сути, вчера и закончить. Нам оставался, получается, час где-то. Да, ее хотели из-за этого поймать. Угу. Ну все так. Что дальше будем играть? Типа она не воспринимается обелиском. А, да? Ее, наверное, типа как ребенок, да, защищал. Плюсы быть беременной. Что дальше мы хотели? В Резидент или в третью часть Dead Space? Или сделаем перерыв и поиграем в Алису? Я даже, кстати, Алису еще не начала качать. Для начала еще надо ее найти, эту Алису. Так, ну-ка, подожди-ка. Как она, блин? Элис, да. Madness. Returns. Или как Returns. Как пишется. Если третий надумаешь, напиши в ВК. А, вот так пишется, я неправильно написала. Алиса прикольно, дед тоже. Я скину явки и пароли. Метро там шо? Ну не шо, я удалила метро, а шо? Чё толку от него? Он же не запускается. Зря качала. Может, где-нибудь есть нормальное этот, чтобы можно было скачать, спокойно поиграть. Просто я не знаю. Метро. Хотелось бы, конечно, метро. Блин, 102 гигабайта просто так качала. Last Light, да, мы прошли. Третью вот часть, Exodus, которую мы не прошли. Плюс 3 DLC, плюс 3 DLC. Так, есть еще, короче, одно. Господи, тут опять всякие графодрочеры в комментариях собрались. Они издеваются, что ли? Во время лютого дефицита карт выпускают игру с требованиями не ниже 2060. По требованиям все норм, кроме видеокарты. И непонятно, когда это изменится вообще. Если 1080 стоит 50к в среднем, очень сомнительное решение, если честно. А, понятно. Мне это надо. Видеокарту, короче, поменять, и тогда в метро поиграем. Ну, завтра видеокарту схожу, куплю. Угу. Самую последнюю. Угу. Да, прикиньте, минимальные, это еще минимальные требования. Смотрите, какие минимальные требования для видеокарты. Сейчас я вам тут отправлю в чат.
меня 1650. Это игра 2021 года. Ой, 2019 даже, блин, ёлы-палы. Но мы сейчас в 23-м году живем. Зачем они выпустили такую игру с такими требованиями? Да? А там почему-то написано минимальные требования. А ху-ху, не ху-ху. Ну вот, я смотрю сейчас ПК Enchanted Edition минимум. Ну вот. Смотрите, сейчас покажу вам. Вот. Минимум. NVIDIA RTX 2060. Минимум. Это минимум. Я ничего не хочу обновлять ради какой-то одной игры. Почему все остальные игры у меня, если, например, пойдут нормально, то ради какого-то вот этого вот, я не знаю, сидеть, мучиться. Не знаю, может быть и кривое скачала. Да, понятно, что старая игра с новыми графическими фишками, в старую играть. Дык пройдено сначала на PS4, а потом на ПК. Не один раз, причем я говорила о том, что выпускать переиздание, заточенное под карты, которые сейчас стоят с ценником. Сомнительное решение. Это не новая игра, это старая, в которую добавили всякие RTX фичи. Без 20-х или 30-х не делать нечего. Играю в старую версию. Посмотри в Стиме требования. Да у тебя Хогвартс пахал. Ну, сейчас посмотрю тут в Стиме требования. А тут вообще есть в Стиме метро? Что-то я не вижу. Сейчас. Блять, данный товар недоступен в вашем регионе. Минимальные системные требования по заверениям разработчиков. На такой конфигурации можно спокойно поиграть в игру на минималках в Full HD с разрешением и 30 кадрами в секунду. Но стабильность работы не гарантируется. Здравый смысл подсказывает, что в массовых перестрелках на такой конфигурации FPS может проседать до неиграбельных значений. Ой, нет, не хочу. Ладно, все. Да забей, все, не надо. Не хочу я на это тратить время. Лучше там в Алису или в Dead Space 3 лучше поиграем. Я не хочу там что-то заморачиваться ради одной какой-то игры. Кстати, спасибо Dead Space, мы поправили OBS. И теперь OBS у нас нормально работает. До этого у меня, оказывается, все игры. Я вот смотрела недавно последние вот эти на Resident Evil, там вот это вот. И там тоже всякие вот эти были. Как его? Как пиксели, господи. Короче, я качаю Алису, потом поиграем как-нибудь.
FPS всякие придумали. А вот раньше хорошо, если запустилось. GeForce Experience нет у тебя? А, есть, конечно. А, ты имеешь в виду в этом, что ли, обновить? Сейчас посмотрю. Есть, конечно, Experience. Вот что-то скачивает. Вот сейчас прям что-то скачивает. А, он драйвер NVIDIA Studio скачивает. Окей. А так вот тут просто видюху свою находишь и все. Нет, у меня это есть, шняга. Чё, давайте в Resident Evil поиграем. Ладно, шучу. Вот моя карта. Я карта. Сейчас покажу вам. Я перестала пользоваться, у меня винда конфликтовала с дровами оттуда. Вот моя карта. Автоматически оптимизировать недавно добавленные игры или приложения. Так. А, вот тут, короче, можно драйвер Studio обеспечивает оптимальную работу в творческих приложениях. Тут почему-то только одно можно выбрать. Вот выберите предпочтительный драйвер. Я, например, хочу игру. Я скачиваю. Лучше, наверное, вот это, да? Все-таки. Вот, я качаю. Дата выпуска 10.10. Недавно буквально. Драйвер GeForce Game Ready называется. Это вот это, да? Ну ладно, давайте я попробую скачаю метро. Или чё? Пакеш, смотри. Вот, скачивается. 1 минута осталась. Тут, короче, видишь, смотри, можно выбрать между этими. У меня почему-то вот это стояло. Наверное, я хотела, чтобы OBS работал хорошо. У меня вроде, наверное, до этого вот это стояло, походу. А потом я почему-то поменяла на студию. Странно. Я сначала, кстати, вот это обновила. А потом у меня почему... А потом что-то я решила вот это выбрать, не в тему. Странно. Ну ладно, давайте я тогда попробую скачать метро. Ну я еще и Алису качаю. Так, ну давайте тогда метро попробуем. Я скачаю не то, которое я качала до этого, а другое попробую. Потому что то, походу, какое-то было, наверное, кривое. Это для всяких Photoshop. Ну, я вот думала, это для OBS будет норм. Это же все-таки тоже как считается, как этот. Ладно, качаю метро. Другое только уже. И все. Да. Так, я, короче, завтра работаю, послезавтра. Наверное, я 5 дней работаю, я там не помню сколько.
Ну, я, наверное, в какие-то дни приду, наверное, пораньше, скорее всего, с работы. Короче, если что, я напишу в Телеграме, когда там, что там, чё, кого. Но на этой неделе уже, наверное, нет. Дрова только после стрима установи, а то там слететь может. Хорошо. Ну ладно, все. Всем пока. Буду заканчивать. Всем спокойной ночи. Сладких снов. Я завтра работать. Я, кстати, завтра с 12 работаю и до 7 буду. Поэтому, наверное, чуть пораньше схожу, наверное, куплю малышу наполнитель. А может, во время работы схожу, куплю, чтобы поспать. Ага, ну все, ББ. ГГ, ББ.